23 августа 2022 года за номером 470 было принято постановление Кабинета министров Кыргызской Республики о сборах за государственную регистрацию, перерегистрацию и ликвидацию юридических лиц, филиалов и представительств. Данным постановлением был определен размер сбора за регистрацию, перерегистрацию и ликвидацию юридических лиц, филиалов, представительств по срочной регистрации. На сегодняшний день данное постановление вступило в законную силу, и на территории всей нашей республики действует данное постановление. Министерством юстиции Кыргызской Республики был разработан порядок регистрации юридических лиц, филиалов и представительств, также перерегистрации и ликвидации в срочном порядке, где были определены все необходимые процедурные моменты. На сегодняшний день, еще раз повторюсь, данное постановление вступило в силу, порядок разработан, утвержден приказом министра юстиции Кыргызской Республики. И на сегодняшний день по всей республике наши граждане, также представители бизнеса могут зарегистрировать, перерегистрировать и ликвидировать юридические лица, филиалы и представительства по данному постановлению Кабинета министров. И порядок сам определен нашим порядком, как я уже выше обозначил, нашим порядком о срочной регистрации юридических лиц. Данная норма будет способствовать обеспечению, созданию для наших граждан хороших возможностей, а также одной из целей это искоренение и вообще проявление коррупциогенных моментов. На протяжении 2 дней со вчерашнего дня, как вступил в силу постановление Кабинета министров номер 470, мы начали производить регистрацию, перерегистрацию и ликвидацию всех юридических лиц за платные услуги. Эти платные услуги, сумма платных услуг вывешены во всех стендах Управления Чуйской области. Они всем доступны. Помимо этого, есть у нас централизованный банк данных правовой информации. Просто говоря, это сайт Министерства юстиции, это minjas.gov.tg, где имеет свободный доступ любой гражданин. Эта услуга тоже предоставляется, бесплатно Министерством юстиции. Там в этом постановлении сумма за каждую оказываемую услугу указана. То есть любой гражданин может свободно увидеть, какая сумма, и может прийти с документом, с перечнем документов в Управление юстиции и произвести регистрацию, перерегистрацию либо ликвидацию. Вот у нас такие сегодня новшества.